Здравствуйте. В эфире «Вести интервью», и у нас в гостях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской республике Александр Рыбаков. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Информационным поводом стало следующее. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин потребовал сведения к минимуму числа проверок для предпринимателей, а бизнесу стало от этого легче. Попробуем выяснить. Александр Николаевич, существует некий рейтинг, и в этом рейтинге Чувашия стоит на 25-м месте, где давление на бизнес, скажем так, минимальное. Скажите, пожалуйста, вот мне показалось, вы даже как-то гордитесь вот этим показателем, хотя вот у меня совершенно другое мнение. Действительно, ведется рейтинг, он называется «Индекс административного давления». 85 регионов участвуют в нем, и мы последовательно улучшаем в нем наше положение. 44-е были, 28-е, сейчас 25-е. Вот. Дело в том, что сам рейтинг направлен на то, чтобы оценить влияние контрольно-надзорных проверок, количество проверяемых объектов и долю предупреждения в целом на ситуацию в регионах. Причем берутся базы для сравнения сопоставимые, то есть в каждом регионе оценивается конкретный показатель. Действия региональной команды по улучшению этих показателей видны. Мы действительно видим, что идет и снижение числа проверок, о котором вы говорили. Здесь в первую очередь, конечно же, сказалось и мораторий, который был введен в прошлом году, и был и ковидный мораторий на проверки. И самая главная, наверное, задача вот этого рейтинга – еще раз показать и посмотреть, действительно ли все контрольно-надзорные органы выполняют, как вы говорите, поручения руководства страны по снижению проверочных мероприятий на бизнес. Александр Николаевич, но стало их меньше, выездных проверок налоговых. Это факт. Любой бизнесмен вам точно скажет. Но вместо этого появились совершенно другие инструменты. Например, платежные роботы. Что вы думаете об этом? Но если говорить о проверке налоговой, то в рейтинге пока их нету. Там учитывается только 8 основных федеральных органов, которые проводят наибольшее количество проверок бизнеса. МЧС, Роспотребнадзор, например, там Росприроднадзор и другие. Возможно, ФНС появится в следующем году в рейтинге, но там речь пойдет о проверках по использованию контрольно-кассовой техники. Как мы говорим, бумажных проверок, да, или камеральных, вот их действительно выросло. И плюс у ФНС появились разные системы, в том числе то, о чем вы говорите, это так называемое основание для блокировки счетов. Вы знаете, что до 30 июня у нас счета предпринимателей не блокируются, и действительно бизнес положительно оценивает вот эту инициативу. Конечно, хотелось бы, чтобы было продление этой меры, ну, как и, значит, продление права на подачу банкротства предпринимателя, да, но, с другой стороны, все это может накопиться и привести к тому, что потом, когда эти послабления закончатся, у нас начнется резкий вал. Вот этого тоже допустить нельзя, расслабляться не стоит. Александр Николаевич, но если честно, я не совсем поняла то, что вы сказали. Требования какие-то, тот же Роспотребнадзор, да, он настолько много их предъявляет бизнесу. Затем электронные паспорта безопасности. Бизнесмены просто не могут уследить за всем этим. Идут штрафы друг за другом. А это, извините, отражается на прибыли. И получается рентабельность просто нулевая. Вот сейчас задача, наверное, состоит в том, чтобы увеличить, наверное, количество товара, который бы, в том числе и импортного, который был бы доступен покупателю. У нас большие надежды на параллельный импорт. Мы считаем то, что закон, который принят Государственной Думой, о том, что не будет ответственности за импортеров, которые ввозят импортные товары по параллельному импорту в Российской Федерации, это значительно поможет сохранить те товары, которые не производились в России в первую очередь, чтобы у потребителя не возникло чувства дефицита.
Но и хочу сказать, что все импортозаместить одномоментно невозможно. И я думаю, что вот те меры, которые принимаются сейчас, в том числе и в сфере нормативного регулирования и в плане регулирования параллельного импорта, помогут России, отечественной промышленности встать на новый рельс. Есть такое мнение у бизнеса и у правительства, что налоговую систему нужно менять. То есть даже предлагают, что для каждого вида бизнеса пусть будет своя система налогообложения. Вот ваше отношение к этому и насколько это оправдано? Мы обсуждали вместе с представителями ФНС, деловыми объединениями ряд новых инициатив ФНС России. Ну, в общем-то, это было поручение обсудить в каждом регионе Российской Федерации. На самом деле их 3. Это система единого налогового счета. Вторая система – это автоматизированная система налогообложения. Там, где не нужен будет бухгалтер, сейчас идет пилот в некоторых регионах России, ну, или так называемый УСН онлайн. И третья мера, которая была связана с тем, что вопросы, связанные с ускоренным возмещением НДС. Это очень было важным для экспортеров. Предприниматели будут смотреть наше интервью, да, и они скажут, что выездных проверок налоговых стало меньше. Их почти нету, да. Почти нету. Да, но на самом деле все идет в окопах. Это предпроверочный анализ, когда всю душу могут вытрясти просто или там звонками или письмами. Это и платежные роботы, это не налоговые платежи. Вот по сути дела тот же госконтроль, он есть. Вот так они подумают. Я, наверное, все-таки отвечу таким образом, что у ФНС сегодня одна из лучших аналитических систем в мире. Они действительно создали, да и сам сайт, сам портал налог.ру я тоже пользуюсь, и предприниматели почувствовали, наверное, вот этот вот сервис, который предоставляет по введению одному ИНН увидеть не только, как ты выглядишь, но и через сервис там, «Прозрачный бизнес» увидеть своего партнера. Плюс воспользоваться различными льготами. Действительно, возможности личного кабинета, те сервисы, которые дает электронно-цифровая подпись, все это идет в ногу со временем. Но вместе с тем я действительно могу согласиться с тем, что бывают иногда вопросы, бывают конфликтные ситуации, связанные с тем, что есть непонимание с действием конкретного инспектора, когда он запрашивает дополнительные документы или требует пояснения. Бывают вызовы в БЭП. То есть, когда ФНС вызывает для представления объяснений по, ну, скажем, за какие-то периоды, да, вот мне попадались на глаза вот эти материалы. В общем-то, я могу сказать, что, наверное, в большей половине из них предприниматель соглашался. Хочется спросить вот о чем. О мерах поддержки. Их действительно много, но не всегда количество говорит за качество. Давайте самые лучшие практики обозначим. Здесь я и разделяю на несколько, скажем так, уровней. Если говорить о федеральных, то тут по большей части речь, наверное, идут льготные программы, которые реализуются банками. Они действительно выгодны, они действительно были нужными. И, в общем-то, вот тот резкий рост ключевой ставки очень многим предпринимателям помог именно получение льготного кредита. Второй блок мер поддержки региональной, здесь они реализуются через центр «Мой бизнес». Там они действительно очень разнообразные. Это и микрозаймы, это и гарантии, и поручительства. И там сейчас предусмотрели, очень важно, меры поддержки для самозанятых. Вообще в целом у нас идет рост, порядка 30 тысяч самозанятых, всего больше 72 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В целом динамика роста МСП в республике есть. И вот что нам радует, предприниматели чаще стали обращаться за мерами поддержки. Скоро заработает такой сервис «Единое окно», в котором предприниматель может уже
получать уведомления, что ему доступно обращение за той или иной формой поддержки. И если вот брать другие формы, то сейчас, мне кажется, очень интересный блок поддержки для промышленников. Те, которые не урегулировал или оттягивал вопрос с оформлением земли. Вы знаете, что сейчас в соответствии с постановлением правительства земельные участки под промышленное производство предоставляются без торгов. Есть возможность их продлить на год. Плюс были освобождения, например, по уплате госпошлины за лицензию на продажу алкоголя. Есть еще ряд различных мер, на которые я бы вместе с предпринимателями обратил бы внимание. Огромное спасибо. Спасибо вам. Я напомню, что у нас в гостях был уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков.